200 человек ежегодно собираются в одном из живописнейших районов республики. На этот раз соревнования по спортивному туризму среди инвалидов начались 30 июня и продлились 3 дня. Сибайцы готовились к этим состязаниям основательно, так как в этом году были настроены войти в тройку сильнейших команд. Из года в год у нас очень сильный капитан. Он с большим удовольствием занимается, Тимур. У него все получается. Он умеет на этапах, на пеший туризм. Он заранее настраивает команду, подготавливает. Значит, первым ты идешь, вторым, третьим. Там командный дух должен быть, целеустремленность и, естественно, конечно, это подготовка большая. У нас в этом году была подготовка. Мы даже осталось там до старта час времени. Мы быстренько одели снаряжение. Вот что значит иметь свое снаряжение. Одели, там отработали. В спортивную программу чемпионата включены несколько дисциплин: техника пешеходного туризма, водный туризм, спортивное ориентирование и велотуризм на колясках. Кроме спортивной программы была и конкурсная, в которой оценивались стенгазеты, художественная самодеятельность и оформление лагеря. Во всех видах команда Сибая выступила достойно. И мы сами не верим, и ребята еще не верят, что мы заняли 3-е место. Наконец-то почетное 3-е место. 2-е место заняли Старлитамасская, значит, команда. Это Всероссийское общество инвалидов городской организации. И 1-е место это Иглинская, Иглину. Это районная организация, но они уже, знаете, не первый год они занимают призовые места, и они уже участвовали на чемпионате уже в российском масштабе. Из нашего города на соревнования по спортивному туризму среди людей с ограниченными возможностями здоровья отправилось 9 человек, члены городского общества инвалидов. Транспорт, водителя и повара предоставил комплексный центр социального обслуживания населения, оказали поддержку и предприниматели города. Наша команда в спортивном многоборье проявила себя как дружный коллектив, несмотря на то, что наряду с уже опытными участниками выступали и начинающие спортсмены. В целом поездкой остались довольны все. Когда мы прошли пеший, у нас сразу появился какой-то азарт, мы когда увидели, что 2-е место, у нас все, азарт, мы уже счастливые, уже пошли на катамаран, уже был какой-то интерес уже, то, что вот у нас есть 2-е уже места. Что? Было хорошо, у нас был прекрасный повар, он замечательно готовил, у нас в любое время был всегда горячий чай, в любое время мы говорили, подайте мне денег, нам надо это, она все подготовила, она все нас готовила. У нас был прекрасный водитель, где нас во всех вот тоже принимал участие, там помогал везде, где-то строить, где-то что-то сделать, все помогали. У нас было как одна семья, мы ездили. Вообще здорово, что вот молодые люди появились у нас, да? Несколько человек, с которыми на следующий год можно будет такую же поездку повторить. Ну или же когда вот в августе будет. Все. Первый раз поехал туда, впечатление набрался до такой степени, что даже еще раз охота ездить. Даже вот когда уезжали оттуда, обратно домой неохота ездить. Там как бы природа такая вот большая, красивая, и вода чистая. Там очень хорошо. И соревнования тоже прошли успешно. Выступили достойно. Был командный дух, чувствовалось. То есть каждый друг за друга. Друг друга в беде не оставляли. Потому что у нас там и погодные условия были, и дожди были, как говорится. Была команда в этом году, прям чувствовалось, и появился результат. Мероприятия подобного рода рассчитаны прежде всего на привлечение людей с инвалидностью к спортивному туризму, как к активной форме досуга, оздоровления, социальной и психологической адаптации. Члены Сибайского общества инвалидов за 5 лет проведения этих соревнований побывали в 4 районах республики, увидели невероятные красоты Башкортостана и завели новых друзей. Алина Полянский, Елена Афанасьева, Дамир Хайбуллин, телекомпания СТВ.